Прокурор Сосногорска Роман Якименко ответил на вопросы жителей муниципалитета в рамках прямой линии, прошедшей в Сосногорском филиале общественной приемной главы Республики Коми. Так, например, жительница Сосногорска поинтересовалась, почему взимаются проценты при оплате ЖКУ. Там 2%, 3%, а если суммы большие, получается там до 50-60 рублей там выходит хорошо. Переплата у нас неплохая. Ну, как-то странно, потому что там, скорее всего, какая-то организация есть между Сбербанком и вами, какой-то посредник. Ну, в общем, договор никто не заключил, и поэтому, мол, они берут проценты. Ладно, хорошо. Займемся, Анна Павловна. Ваше обращение будет отмечено, ну, в смысле, я оформлю как принятое на личном приеме. И, соответственно, вам в любом случае письменный ответ придет обязательно. Еще одно обращение поступило от жильцов 25-го дома в 6-м микрорайоне. По их словам, в квартирах низкая температура, а главная проблема – это холодные полы. Обращение в жилинспекцию и управляющую организацию результата пока не дали. Скажите, пожалуйста, а вот ГЖИ что вам отвечала? Не сейчас, а раньше, когда у нас этого пандемии После первой проверки они написали в таком смысле, что батарея сильно близко на стене висит, и поэтому это типа того, что прогрев наверное. Я в шоке была. Я написала тогда в сертификат в эту вышестоящую. Они ответили мне, что такого и близко не может быть из-за того, что на стене близко. Но там стоят очень близко к стене, там ладошка даже не пролазит нормально за стояком. Там никак батареи, я же их сама не делала, эти батареи. Если вы мне пришлете именно ответы, ну, в принципе, и вопросы ваши, ответы от ГЖИ мне нужны будут, и от управляющей компании мне ответы. Вот это вот можете мне прислать? Прислать, передать, как угодно, в любой форме доставить мне. Копии, любые подойдут. Как отметил Роман Якименко, большая часть вопросов прямой линии касалась сферы ЖКХ. Сегодня на прямой линии обратилось 9 человек. Возможно, бы и больше было бы людей, которые бы позвонили. Но объемные вопросы, людей надо было подробно выслушать, поэтому только с 9 гражданами мы переговорили. 8 человек из 9 пожаловались на проблемы в жилищно-коммунальной сфере. Это и работа управляющих компаний, это и работа ресурсников. То есть говорят о самом насущном, самом близком, что их касается. На каждое обращение, заверил прокурор, гражданам обязательно поступит ответ из Сосногорской прокуратуры. Елена Двожик, Андрей Калиничев и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. Узнать сериал по описанию, вычислить название музыкальных композиций и угадать традиционные студенческие поговорки. В Сосногорском технологическом техникуме прошел интеллектуальный квиз для учащихся, который провели для ребят сотрудники библиотеки имени Якова Рочева. Будет подразделен квиз на 5 туров по 5 вопросов в каждом. Вопросы будут абсолютно разной направленности, от интересной игры «4 картинки, одно слово» до аудиобардака, где нужно будет угадать, что за композиция сейчас прозвучала. Ребята по окончании игры узнают свои результаты и выяснят, какая команда была самой умной. В игре приняло участие 3 команды. Задачей студентов было продемонстрировать логику, сообразительность, внимание и эрудицию. За ограниченный промежуток времени студенты ответили на вопросы из самых разных сфер знаний. Предложенные юношам и девушкам вопросы не требовали особой предварительной подготовки и не были связаны с точными знаниями, но требовали определенного уровня образованности, без которой строить логические рассуждения было просто не на чем. Это в первую очередь для их развлечения, чтобы они могли отвлечься от учебы, от того, что происходит ежедневно, и узнать что-то новое для себя, потому что многие моменты даже мы не знали о студенчестве. Подобное времяпрепровождение для студентов – это хороший способ провести досуг в будний день с друзьями и получить новые позитивные впечатления. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.
С 15 января в Республике Коми разрешено проведение спортивных соревнований на открытом воздухе с участием зрителей, а также в закрытых помещениях при условии заполнения трибун не более 30%. Сосногорские спортсмены готовы к новым победам. Мероприятия на ближайшее время уже запланированы, причем по разным видам спорта. На этих выходных будет в ФОКе проходить муниципальное соревнование по дзюдо среди девушек и юношей. А на следующих выходных с 28 января по 31 января 2021 года будет проходить муниципальное соревнование по боксу среди юношей. В феврале запланированы мероприятия такие, как плавание, муниципальные соревнования, рукопашный бой, посвященный Дню защитника Отечества. Специалисты отдела физкультуры и спорта напоминают, что при посещении мероприятий необходимо соблюдать профилактические меры, призванные защитить людей от коронавирусной инфекции. Заполняемость зала будет это 30% от трибун, занимаемых зрителей. На входе будут проверять температуру обязательно, обрабатываются руки, обязательно вход в здание спортивное – это в масках. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Родители когда-то приехали жить в Тюменскую область, и там я родилась. А позже одно из следующих мест жительства и работы – это Ижемский район, поселок Щельюр, то есть не так далеко от нашего города Сосногорска. С 1979 года родители стали жить там, и моя тоже жизнь там прошла до времен поступления в учебное заведение. Я выросла, и появилась наша семейная династия. То есть это музыканты-педагоги работали в музыкальной школе, продолжаю я сейчас. И мной была написана такая работа о нашей музыкальной династии. И могу немного рассказать об этом. Родоначальник или начало нашей династии положил мой отец. Он родился в 1937 году в Кировской области. И мечта послевоенного мальчика была научиться играть на баяне. Упросил своего папу, моего дедушку Федора Михайловича, купить баян. И из рассказов его сестры моего папы, я узнала, что учился он не в музыкальной школе, тогда не было, а учился у слепого музыканта. И пришло, когда время пойти в армию, служил он на границе с Китаем, и вижу по фотографиям, что уехал служить с баяном. И уже дальше его музыкальная какая-то деятельность началась. Большая его мечта сбылась. После армии он окончил не музыкальное учебное заведение, а учился на бухгалтера. Работал немного и все-таки пошел вслед за мечтой, поступил в музыкальное училище по классу баян. Окончил, и пришло время ему жениться. Встретил мою маму. Она тоже из Кировской области, из другого района. И также сначала имела профессию экономическую, познакомившись и выйдя замуж, тоже закончила позже музыкальное училище Кирова, уже по классу домра. То есть так сложилась эта музыкальная семья. Родители, наверное, можно сказать, благодаря моему отцу, романтичной натуре, он пытался найти место жизни какое-то интересное. То есть они побывали и в городе Печора жили, и после переехали на юг, Краснодарский край. Но все-таки север больше понравился, и переехали в другое место. Место нашли в Ижемском районе музыкальной школы. А мне было тогда 5 лет. С 5 лет, папа мой мечтал, чтобы я училась на фортепиано. И инструмент «Красный октябрь» фортепиано был куплен, когда мне год исполнился. И он переезжал с места на место с нами, и до сих пор есть.
Ну, я закончила музыкальную школу в поселке Шилиюр, там, где родители, ну, там и другие были преподаватели, уже по классу фортепиано. И чем еще известна была наша школа, что вот благодаря отцу Геннадию Федоровичу, он по своей специальности организовал оркестр народных инструментов, который, можно сказать, гремел тогда и в районе, детские школьники, учащиеся музыкальной школы, играли в нем. Также был хор, очень все патриотично. И тематика такая была национальная тоже. Ну, вот мы до сих пор вспоминаем, те, кто участники. То есть я как пианистка все равно ходила и играла на балалайке. Вот. Ну, естественно, мы ездили, мы по району ездили и в Сыктывкар, и в Печору, и в Ухту. Это все незабываемо. Особенно получалось, что часто мы ездили на отчетные концерты в Вижму, в Дом культуры. Такие были поездки, когда полный автобус детей. Вот только старшие ответственные, это 2 преподавателей. И вот в те времена советские можно было ездить так битком набитым автобусом. Но впечатления остались приятные. Какую-то вот получала, я по себе могу сказать, воспитание музыкальное и в национальном таком колорите, и классическом. И, конечно же, уже не было у меня какого-то сомнения в выборе профессии. Я поступала в 1988 году в Республиканское училище искусств, окончила там 1-й курс отделения фортепиано, но потом мой папа решил меня перевести в другое музыкальное училище и продолжала обучение я в Сибири, на Алтае, в Бийске, где также окончила музыкальное училище по классу фортепиано и продолжила в педагогическом институте. Интересный такой момент в моей жизни, что мне хотелось работать после училища и учиться также. Мы уже все с дипломами и почти все из группы работать начинали. И вот мне довелось поработать на родине Василия Макаровича Шукшина, что моя первая запись трудовая именно с того места, мне это приятно. Работать начала во время учебы, а окончив уже институт, я вышла замуж там же, в Сибири, и мы решили вернуться сюда, в родные стены школы музыкальной, так как у меня уже профессия именно для этого. Ну вот моя трудовая деятельность продолжилась, и получается, что и династия продолжилась. Правда, уже отсутствовал мой папа, уже его не было. Ну и я такая вот с каким-то таким стержнем, что это мое, это я буду делать и дальше продолжать. И интересная такая работа была. 17 лет я продолжила и работала в Вижемской школе музыкальной в Шилиюрском филиале. Но также еще довелось мне совмещать в детском саду. И то есть эту профессию музыкальную я уже знала, ну прямо вот буквально с самых маленьких возрастов и до окончания школы средней детей учила. Я, получается, что тоже какие-то черты характера унаследовала от своего отца, что мне организаторские такие способности, что делала как-то я больше, чем надо по своей именно специализации. Ну и всегда тоже старались выехать и по республике, и на учебы, и на конкурсы. И, конечно же, я смотрела, что вот мне бы хотелось бы поработать еще где-то. И вот спустя 17 лет, благодаря интернету, я нашла вакансию. Это было ровно 6 лет. То есть 7-й год я вот здесь уже работаю. Ну, большое спасибо руководству, тогда директор Елена Владимировна Бервино. Все, что мы согласовали, все это получилось. Даже мне выделили жилье муниципальное. То есть я вот не просто так, без трудностей, в общем, начала здесь работать. Ну и было интересно, как вот получится влиться в коллектив, который уже годами сложен. И, ну, как мои, наверное, черты характера тоже, может быть, способствовали. То, что мне кажется, что все получилось. Я, конечно, веду фортепиано, но веду на разных отделениях. То есть есть у нас фортепианное отделение, есть хоровое, есть народных инструментов. Вот у меня все дети бывают.
На фортепиано более такая трудная программа. На других по этому же инструменту немножко другая. То есть дети развиваются в другом своей специализации. Первые детки – это Канева Галина, уже взрослая, уже 9 класс. Мне сразу же сказали, что будет поступать в колледж искусств. И мы с ней готовились. То есть это первая такая звездочка наша. И сейчас она уже в Петрозаводской консерватории. Но это не одна моя заслуга, то есть тут другие преподаватели, теоретические дисциплины, ее специализация. Другой мальчик, Кирилл Кравченко, уже были задатки у него, он уже пытался сочинять музыку. И также пришел, 2 года его обучала до окончания школы для поступления в колледж. Все. Рассказывала, как и что будет. И наш Кирилл уже 3-й курсник. И мальчик этот, молодой человек, уже побеждает в конкурсах как композитор. Наш прославленный композитор Михаил Герцман, под его руководством, видимо, это происходит. Я придумала такой фестиваль. Он еще был в той школе в Вижемской, проходил районный фестиваль «Звуки Пармы». Коми-композиторов именно хотелось мне, чтобы услышали и дети, и взрослые, которые даже и далеки от музыки. И это у нас такая стезя у нас продолжается. То есть и в этой школе в Сосногорской уже будет 2-й фестиваль проводиться скоро. И я к тому это говорю, что возможно, что Кравченко Кирилл будет тоже нашим автором, что, наверное, будем играть. Это фестиваль искусств, который проходит здесь, в стенах школы именно. Раз искусств, значит, могут участвовать все инструменталисты разные, вокалисты, также художники, прикладное творчество показываем. То есть на какие-то темы, или если это музыка, то это композиторы коми. Конечно, свой колорит это. Есть и современная музыка, есть и очень похожая на народную, также и народную исполняем. Раз мы здесь живем, значит, надо и в своем этом творчестве показывать наши особенности национальные. Это моя жизнь, это образ жизни, я больше ничего не хочу. То есть какие-то были моменты, когда и зарплата была, в общем, мне это не досталось, этих каких-то задержек долгих в зарплате в то время, но все-таки были мысли какие-то перейти на другую, по другой профессии учиться. Но сейчас я думаю, что этого абсолютно не нужно. И других тоже так же воспитываю, что если вижу, что ребенок тянется, то рассказываю, как и что. Есть свои плоды, конечно же. Досуга мало. Но мои дети, они тоже росли вместе со мной, и я, конечно же, сразу с самого маленького возраста, так как я сама росла, близко от себя, всегда они со мной. И в общем-то, и 1-я, и 2-я дочери тоже уже одна окончила колледж искусств, а 2-я первокурсница. Возможно, что продолжат. Мы, как обычно, все стараемся вместе быть. Как любая женщина, какое-то рукоделие мне нравится и приготовление блюд. Проходит 6 лет, уже 7-й, и первое время, конечно, я говорила, еду домой, это значит, едем в Щелиюр, мы домой едем. А сейчас уже домом считаю я Сосногорск. Мне уютно, хорошо здесь, мне нравятся люди, мне нравится окружение на работе. Мне нравится наш дом культуры «Горизонт», очень красивый. Жалко только, что мы некоторое время не выступаем. Мне все нравится. Мне нравится, как облагораживают территории определенные. Все я замечаю.